О верующие, бойтесь Аллаха должным образом и не умирайте не иначе, как будучи мусульманами. Амабад. Мои дорогие братья, в прошлый раз мы говорили с вами о любви. О любви к Аллаху, о любви Аллаха, о достоинстве этого чувства, о том, что это есть тайна свидетельства ля иляха илlallah. И наступило самое время поговорить об обратном, о ненависти ради Аллаха. И сегодня мы будем касаться этой темы, но не совсем прямо этой темы, а о последствиях, которые вытекают из этого. Ненависть ради Аллаха, любовь и непричастность, все мы знаем, что это из имана. И что вытекает из этого чувства? Из проявления непричастности, проявления ненависти ради Аллаха вытекает гнев. Прежде чем мы перейдем к этому чувству, гневу, давайте вскользь пройдемся и задумаемся над тем, каким был гнев пророков и посланников. Гнев пророков и посланников был исключительно ради Аллаха. Он никогда не был ради собственного «я», ради собственной страсти. Он был исключительно ради Аллаха. Нух, алейхиссалям, призывал свой народ. Годами терпел от них издевательства. И только после того, как ему Аллах внушил, что не уверует он из твоего народа никто, он обратился с дуа, известный дуа, который проходит в Коране. Он попросил Аллаха, чтобы Аллах уничтожил полностью его народ. На первый взгляд, когда человек прочитает этот аят, может не понять, как так можно желать такого собственного народа. А это же последствия. И мы знаем, как вследствие чего это. И Аллах, знающий все сокровенное, знающий человеческие души, внушил ему это и сказал, не уверует. И тогда он обратился, сказал, уничтожь. Ведь поистине, если ты оставишь кого-то из моего народа, выйдет только неверующий, мунафик и так далее. И таким же был гнев Ибрахима, алейхиссалям, когда он пришел и начал разбивать идолы, разбил их на кусочки. И Аллах спас его. И таким было его проявление гнева, когда он сказал своему народу: «Ва'тазилюку ма тад'уна мин дунилля». То есть бросил свой народ. Переселился в другую местность. Я оставляю вас. И все, что к чему вы взываете помимо Аллаха. И таким был гнев Мусы, алейхиссалям. Точно таким же. Когда его народ попросил: «О Муса, сделай нам тельца», он разгневался и в гневе даже бросил скрижали, как это упоминается в Коране. А потом схватил за бороду Харуна. Гнев ради Аллаха, исключительно ради Аллаха. И таким должен быть наш гнев. Это не все примеры и случаи. Их много. И таким должен быть наш гнев. Исключительно ради Аллаха, субхану ва тааля. Что советовал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, одному из сподвижников, который пришел и попросил у него совета? Он сказал: «О посланник Аллаха, дай мне совет». Он сказал ему: «Ля тахдаб», не гневайся, не гневись. Он еще раз спросил, он сказал: «Ля тахдаб», не гневись. Все знаете этот хадис. Что говорят ученые, толкуя этот хадис? Они говорят, что гнев, если человек научится управлять своим гневом, то он обретет благо обоих миров. Что такое гнев? В принципе,
Гнев – это инстинкт, заложенный в нас Аллахом, как и любовь. И как мы говорили в прошлый раз, любовь сама по себе не может быть, сама по себе, порицаемой или похвальной. Точно так же и гнев не может быть сам по себе порицаемым, похвальным. То есть он может быть либо похвальным, либо порицаемым. Либо законным, либо незаконным. Каким является порицаемое чувство гнева? Это когда человек гневится ради собственного «я», ради собственного эго. Это и есть порицаемое чувство гнева. И к чему оно приводит? Оно приводит к нарушению порядка, оно приводит к разложению, оно приводит к фитне. Положительное же проявление, законное проявление с точки зрения шариата гнева – это когда человек гневится ради Аллаха и его посланника. Тогда, когда оскорбляется Аллах и его посланник. Когда совершается несправедливость, тирания по отношению к Аллаху и его посланнику. И в прошлый раз мы проводили этот аят касательно того, как Аллах описывает тех, кто любит его. И мы упомянули этот аят. «Ашиддатин аляль куффар, рухама байнахум». Те, которые любят Аллаха, они жесткие, суровые по отношению к неверующим, но милостивые между собой. «Аиззатин аляль кафирин». В другом аяте говорится. Но это не вся правда и не вся истина. Мы можем испытать гнев ради Аллаха. Вот он всколыхнулся в нас. Истинный гнев. Как дальше поступить с этим чувством? Что делать в соответствии с книгой Аллаха и его посланника? Как поступать с этим чувством? Никогда, ни в коем случае гнев не должен руководить поступками человека. Это то, как поступал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Это то, к чему он призывал, что он учил, что он воспитывал своих сподвижников. Именно поэтому он сказал: не силен тот, кто силен в единоборстве, а силен тот, кто может сдержать себя в пылу гнева. Гнев словно рубильник, да? Он нам показывает, что есть определенная красная черта. Что-то нарушено, совершено что-то серьезно, нужны решительные действия. Да. Но прежде чем совершить какой-то поступок, посланник Аллаха, саллаллаху, призывал сдерживать гнев, взвешивать, принимать рациональное решение, а потом поступать. Именно так он поступил, когда пришли к нему иудеи, издевательски говорили ему: «Ассаляму алейк». Он прекрасно понял, что они имеют в виду. Женщина, которая рядом была с ним, не сдержалась. Аиша, радаллаху. Она поняла, что они издеваются над пророком, не сдержалась, начала проклинать их. А пророк саллаллаху просто сказал: алейкум. И вам того же. И ограничился этим. И остановил Аишу. Сказал: Ма'лян Аиша. Остановись, Аиша. И начал призывать ее, говорить о том, что надо быть мягким. И что это известный хадис. Мягкость, когда она есть, это как раз продолжение этого хадиса. В чем бы она ни была, она украсит это. А если ее забрать, то испортится. И он призвал ее к мягкости.
Таким был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И так он учил поступать. И другой известный случай с Хатабом Абу Бальта, который написал записку о том, что мусульмане собираются надвигаться на Мекку. Некоторые сподвижники вытащили меч, сказали: дай, позволь мне отрубить голову. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям сдержал всех. Сказал: оставьте его. Быть может, Аллах посмотрел на тех, кто участвовал в битве при Бедре, и простил им все грехи. Таким был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Но это не означает, что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не гневился. Он гневился. И вот проявление его гнева. Его гнев был ради Аллаха. Когда он зашел к Аише, увидел изображение, он разозлился, разгневался и сказал: «Инна мин ашадди нас адабан йоум аль-кияма алладина юсауируна хади сур». Поистине суровым наказанием будут наказаны те, которые изображают, делают эти изображения. Или другой случай, когда пришел некий человек к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и пожаловался, сказал: о пророк, я не иду на салатуль джамаа, на коллективный намаз, потому что такой-то, такой-то затягивает с намазом. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разгневался ради Аллаха. И он вышел на минбар, обратился с проповедью к людям, и он очень был разгневанный. И он сказал: и тот, кто передает: «Мара айтун наби, саллаллаху алейхи ва саллям, гадаба фи мауайдатин кат ашадда мимма гадаба йома идин». Я не видел, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям разозлился так, как он разгневался в этот раз. О люди, он сказал, поистине среди вас есть те, которые отвращают от религии. Любой, кто из вас станет имамом для людей, пусть не затягивает, ведь поистине позади них люди старые, слабые, нуждающиеся. Хадис приводит Муслим. Или другой случай, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям зашел в мечеть и увидел засохшую слюну или сопли. Представьте, в мечети он это увидел. И он убрал это. Но он сдержал свой гнев. Он разгневался, но он сдержал свой гнев. Не Аллах, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям воспитывал, да, этих людей. То он обратился со словами и сказал: поистине, если кто-либо из вас стоит в намазе, то он находится лицом к Аллаху, то не сплевывайте, то есть в сторону, и вы стоите перед Аллахом. Он так сказал. Или другой случай, когда пришел некий бедуин и помочился прямо в мечети в углу. Все разгневались. Некоторые сказали: позволь отрубить мне ему голову. Но пророк сказал: оставьте его, вылейте ведро воды. Мы знаем, тогда не было ни ковров, ничего. Мечеть пророка была очень простая. Это была земля, огороженная стенами и покрытая пальмовыми листьями. Таким был посланник Аллаха. Как лечить? То есть, как управлять этим чувством? Смотрите, в простейшей сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям есть все рекомендации. Надо просто их знать и выполнять, соблюдать их. Если мы разгневались, надо поминать Аллаха. «Вадкур раббака иза насит». И вспомни Аллаха, коль ты забыл. А человек в порыве гнева, он забывается. Осознавать достоинство тех, кто прощает. Ибо это подчеркнул сам Аллах. Осознавать великодушие, которое восхваляет Аллах. Те, которые избегают, как говорит Аллах, великих тяжких грехов, мерзких поступков, а коли они гневятся, то прощают. Или в другом аяте: «И спешите к прощению от вашего Господа и раю, широта которого небеса и земля уготована для богобоязненных, тех, которые тратят в горе и радости и сдерживают свой гнев». Аллах описывает их так. Аллах любит творящих добро. В другом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ман катама гайзан ва хува кадирун аля ан юнафидаху дааху Аллах аля руусиль халайк». Тот, кто может
исполнить, то есть дать волю своему гневу, поступить в соответствии со своим гневом, но сдержит его. Аллах позовет его, имеется в виду судный день, перед всеми творениями и даст ему возможность выбрать из хуруль айн, из райских девушек, тех, которых он пожелает. Надо задуматься над тем, что есть тот, кто сильнее нас. Это следующая рекомендация от ученых. От мудрых людей, знающих людей. Ведь Аллах на самом деле сильнее всех нас. И если мы это осознаем, это поможет нам управлять этим чувством. Надо задуматься над тем, что в конечном итоге, что бы ни происходило, все происходит по воле и предопределению Аллаха. Естественно, уповать на предопределение никто не призывает. Еще одна рекомендация от ученых: надо изменить положение. Смотрите, такие подробные рекомендации. Если вы в пылу гнева, ярости и не можете совладать с собой, пророк что говорит? Если кто-либо из вас разгневался, и он стоит, то пусть сядет. И если ушел гнев от него, то хорошо. А если нет, то пусть ляжет. Надо искать защиту у Аллаха. Известный случай, когда двое при пророке, в присутствии пророка, начали пререкаться, ругаться, конфликтовать. И один другого начал поносить, оскорблять. И пророк сказал: поистине, я знаю слово, которое, коль бы он сказал, то оно бы увело то, что он находит в себе. То есть все рекомендации указывают на что? На то, что нужно управлять этим чувством. И это слово «А'уду билляхи минаш шайтани раджим». Я ищу защиты у Аллаха. И если это не помогает, надо пойти принять омовение. Еще одна рекомендация. Пророк сказал: поистине гнев от шайтана, и поистине шайтан создан из огня, а огонь тушит вода. Надо подражать, в конце концов, пророку, который никогда не мстил ради себя. Если он мстил за что? Только ради Аллаха. Но мстить ради Аллаха надо, опять же, в соответствии с книгой и сунной посланника Аллаха. Известные слова Анаса ибн Малика, который прислуживал пророку 10 лет. И он сказал: пророк ни разу мне не сказал «уф». И он ни разу мне не сказал, не проявил недовольства, почему ты сделал Анас так, а не вот так. Мои дорогие братья, как я упомянул, гнев сам по себе не порицаем, не похвален. Он может быть похвальным, если он ради Аллаха. И только ради Аллаха. И он может быть порицаемым, если он ради своего эго, ради своих страстей. Поистине, в день пятницы есть особенное время, когда Аллах Субхану принимает дуа. Я прошу у Аллаха Субхану, чтобы мы застали это время. Фастагфируллах ли ва лакум. Итак, мои дорогие братья, мы описали, что такое гнев. Мы сказали, что он может быть либо похвальным, либо порицаемым. И мы сказали, что это инстинкт, который заложен в нас Аллаху, который толкает к нас действиям. Но действия не должны исходить на основании гнева. Действия должны исходить на основании разума. Извешивание всех за и против для принятия решения. На основании, опять же, чего? Знания в той или иной ситуации, как поступать, как вести себя. Именно поэтому, мои дорогие братья, внимательно слушайте. Аллах, Субхану Тааля, запретил в основе то, что было разрешено.
Аллах Субхану Тааля сказал: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва тасуббу аллазина яд'уна мин дуниллах». И не поносите тех, которые призывают помимо Аллаха. «Фаясуббу Аллаха адван бигайри илм». И тогда они ведь будут оскорблять Аллаха из враждебности, не знаючи, то есть проявляя невежественность. «Кадалика зайянна ликулли умматин амалуху». И так вот мы приукрасили для каждого народа их деяния и так далее. Это хикма от Аллаха. Аллах приукрасил, это его решение. Но вы, Аллах говорит, не ругайте. Этот аят – прямое доказательство тому самому алгоритму поведения, который мы только что с вами описали. Что говорит Ибн Касир в толковании к этому аяту? Он говорит: Аллах запретил своему посланнику и верующим ругать, поносить божества мушриков, многобожников. Даже если в этом, то есть в оскорблении этого, есть польза. Ведь поистине на это накладываются другие последствия, более тяжкие. Это то, что многобожники будут поносить Аллаха и оскорблять религию Аллаха. Что говорит Аль-Куртуби? Он говорит: Аллах запретил верующим поносить идолов многобожников, поскольку Он знает, что если они будут их поносить, то некоторые из неверующих усилятся в своем неверии. Ученые сказали, этот аят остается в этой умме в любом случае. То есть он не является каким-то аннулированным или еще и так далее. Что сказал Саади в своем толковании? Саади, шейху Саади, рахимахуллах, сказал: Аллах запрещает верующим то, что в основе было разрешено. И это ругать и поносить мушриков. Тальха передает, что мусульмане оскорбляли идолов и божества многобожников вместе с пророком, но Аллах запретил это делать и не спаслал этот аят. Это передается от Али, от Ибн Абу Тальхи, от Ибн Аббаса. Пришли многобожники и сказали: «О Мухаммад, либо ты остановишься и перестанешь поносить наши божества, либо мы будем поносить твоего Господа». И тогда Аллах запретил им оскорблять идолов, дабы они не оскорбляли из враждебности и по невежеству Аллаха. Катада сказал: мусульмане оскорбляли идолов неверующих, и тогда неверующие оскорбляли Аллаха из враждебности, проявляя невежественность. И тогда Аллах не спаслал этот аят. Более того, как подчеркивают ученые, тот же самый подход действует и в человеческих взаимоотношениях. Что имеется в виду? Имеется в виду случай, известный опять же с пророком, саллаллаху, когда он сказал: «Мал'аунун ман сабба валидей». Да будет проклят тот, кто поносит своих родителей. Сподвижники удивились, он сказал: посланник Аллаха, как человек может поносить своих родителей? И тогда пророк, саллаллаху, сказал: «Ясуббу аба раджуль фа ясуббу аба». Человек оскорбляет кого-либо, чьего-то отца, и тот начинает поносить его отца. То есть пророк, саллаллаху, изначально имел в виду ответную реакцию, которую человек вызывает сам. Итак, мои дорогие братья, надеюсь, это наставление послужит всем нам пользой, иншаллах. Гнев ради Аллаха, он приветствуется. Гнев тогда, когда нарушаются права мусульман, он приветствуется.
Но ни в коем случае этот гнев не должен быть руководителем человека. Руководителем человека должны быть знания, а если не знаете, спросите у знающих. Ведь изначально Аллах дал фетву своему пророку и запретил ему это делать. Точно так же после посланника Аллаха есть те, которые, основываясь на книге Аллаха и на том, что заповедал посланник Аллаха, смогут сказать и объяснить, если мы не знаем, если кто-то не знает, как правильно поступить и привести на то доказательства.